он сох ужворсу так вахпен эзенсер. До 60 с чем-то марук жвацер. А за 70-77. В этом году никаких возрастных ограничений нет. Позади сложности, связанные с антиковидными мерами. Паломникам все дороги открыты. Совершить хадж, очиститься духовно и вернуться домой, выполнив один из важнейших столпов ислама, хотят все без исключения. В священные места сегодня вылетают сестры Миржоевы. Их 4. Самой старшей Лепхан исполнился 71 год. Единственное, о чем она переживает, хватит ли ей сил выполнить на месте все священные обряды. Наташа Миржоева будет просить Всевышнего о благополучии родного края, ингушей и всех мусульман в мире. Ему молодым, у республики, да, дождь, я авария, я наркотики, я вообще, не знаю. В первую очередь республики их есть. В зале вылета ожидает и Фатима Гайсанова. Девушка из Гамурзиева мечтала побывать в Мекке и Медине, совершить хадж, да и просто ступить на священную землю, но средств не хватало. В декабре она в ходе прямой линии обратилась к главе региона с просьбой помочь ей исполнить давнюю мечту. Тогда же Махмуд Али Калиматов пообещал, следующий хадж она не пропустит. Поэтому это я сделаю. И вот ее заветная мечта сегодня сбылась. Президент, что я раз в прямом эфире. Так что ответить я раз халтсон дал саудол дал мяля дол. Вемех эги кадр дихат дальше эндали. Мебусу движери южери могужмяш был. Наконец объявили посадку на полчаса раньше, чем предполагалось. Через пропускной пункт в первую очередь проходит женский пол, чтобы заблаговременно заняли свои места. Никакого столпотворения и спешки. Мужчины пока заняты поминанием Всевышнего, некоторые облачаются в ихрам, но абсолютно все солидарны с тем, что лететь туда нужно с чистыми намерениями. Это 6-я по счету отправка наших паломников в святые места. Всего из Ингушетии в этом году Мекку посетят свыше 1300 человек. Еще 320 находятся в резерве, и если квоту увеличат, они тоже отправятся в паломничество. Адам Мережков, Джамалей Султыгов, Новости 24.